87 судов встали на отстой в Жатае. С завершением навигации начались сезонные судоремонтные работы. Зима – горячая пора для Жатайского завода, а в последние годы работы становится только больше. Продолжит Саргалана Захарова. Вот старый металл, вот новый металл, который мы установили, но еще не полностью обварено. Вот эта часть полностью, вот эта часть днищевой судна полностью заменена. Газоспарщик с 15-летним стажем Александр Стебленко показывает нам свою работу. Меняют полностью дно судна. За прошлую навигацию «Анабар», так называется этот буксир, повидал немало препятствий в пути. О них свидетельствуют пробоины и вмятины на корпусе. Были несколько пробоин, серьезных пробоин. Естественно, во время навигации ставят цементные ящики. Для того, чтобы эти пробоины заделать, значит, устанавливаются цементные ящики для того, чтобы пароход, по сути дела, не утонул. После ремонта судно прослужит еще не одно десятилетие, уверен Александр. Поверхность сделают идеально гладкой. Сейчас полным ходом идут сварочные работы. Должны успеть до самых сильных холодов, пока температура воздуха не опустится до -40. Тогда даже прогрев металла не поможет. Железо начнет трескаться от перепада температур. Но работы при этом ни на день не прекратятся. Режем, собираем, когда большой мороз, режем, собираем. Что-то другую работу какую-то в цеху, там детали, узлы делаем, собираем. Ну, не простаиваем. Работа все время кипит. До начала следующей навигации должны закончить. Работы немало. Все нефтеналивные суда подлежат модернизации, оснащению двойным дном, а это сравни строительству нового судна. Это и два танкера проекта 1754Б, второе дно, и танкер проекта Р-77, вот он перед вами. Второе дно. Также нам надо закончить модернизацию и следующим летом отправить в навигацию танкера Сидор Барахов, капитан Шамшин. В машинном отделении непривычно тихо. Двигатели разобраны. Каждую деталь будут тщательно осматривать и при необходимости отправлять на диагностику за пределы республики. Там вынесут вердикт – восстановить или заменить часть. И так происходит практически на каждом судне. От 2038 – одно из легендарных судов на реке Лени. Сильнее этого буксира может быть только ледокол, говорят опытные речники. За один раз он может толкать до 10 тысяч тонн веса. Был произведен в Будапеште еще в 1971 году прошлого столетия. Но для якутского флота он еще считается довольно молодым. На Жатайской базе стоят и представители середины 20 века. Но даже таких долгожителей приведут в порядок и выпустят в очередное плавание. В общей сложности до следующего лета планируют отремонтировать 23 судна и модернизировать еще 5 кораблей. Саргалана Захарова, Джулустан Иннокентьев, Жатай.